Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Значит, меня зовут Сергей Вильевич. Я работаю инспектором дорожно-патрульной службы. Значит, сегодня вы прибыли в детский автогородок. Здесь все сделано как по-настоящему, как в городе. Есть пешеходные переходы, есть светофоры, есть перекрестки. Все как в городе сделано по-настоящему. В автогородке проводятся занятия для учащихся первых, вторых классов общеобразовательных учреждений столицы. По расписанию автобусами школьников привозят в Центр отдыха и оздоровления, где опытные сотрудники ГИБДД проводят практические занятия по правилам дорожного движения на открытом воздухе. Горит красный, стоим и ждем. Понятно? Водители, будьте внимательны. Готовы все? Так, у тебя зеленый, правильно, молодец. У тебя тоже зеленый, вы стоите, молодцы. Так, пешеходы, смотрим на светофоры свои. Территория детского автогородка – это модель городских дорог, где смонтированы несколько перекрестков с дорожными знаками, дорожной разметкой и действующими светофорами. Инфраструктура включает веломобили, велосипеды, электромобили для практических занятий. Можно проводить практические занятия. Дети могут почувствовать себя настоящими пешеходами, попробовать себя в качестве водителей. Значит, здесь есть все виды перекрестков. Здесь можно на практике посмотреть, какие бывают дорожные знаки, какие перекрестки, регулируемые, нерегулируемые и так далее. Особое внимание уделяется дорожным знакам, особенно тем, которые регулируют переход проезжей части, сигналом светофора, отрабатывается навык безопасного перехода дороги. Сегодня я сюда пришла первый раз, и мне очень сильно понравилось здесь, когда мне рассказывают какие-то знаки. Мне очень понравились знаки пешехода. Пешеходные знаки мне очень сильно понравились. Еще мне понравилось, как приходить пешеходы и кататься, как вот эти, на великах. Я катался на велике, на машине, не нарушал правила дорожного движения. Пропускал людей через пешеходный переход и не ехал на красный светофор. В связи с климатическими особенностями нашего региона время для проведения уроков безопасности в автогородках ограничено. Госавтоинспекция надеется, что в будущем, конечно, такой автогородок будет в республике, но только крытый, чтобы мы могли проводить занятия круглогодично. Занятия в новых автогородках продлятся до тех пор, пока будут позволять погодные условия. За это время сотни школьников смогут получить дополнительные знания о правилах дорожного движения и закрепить свои практические навыки. А значит, наверняка дорожных происшествий с участием несовершеннолетних на дорогах Якутска станет меньше.